Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители спорта. Вы смотрите еженедельную программу «Про спорт». Команда из Ингушетии выиграла соревнования по перетягиванию каната, обойдя 15 других регионов, включая четырехкратных чемпионов страны из Дагестана на фестивале культуры и спорта народов Юга России. Фестиваль проходил в Севастополе с 4 по 7 сентября и был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования по мини-футболу, стрельбе из лука, метанию ножа и перетягиванию каната проходили в спорткомплексе Севастополя. Таэквондисты Ингушетии завоевали медали на международном турнире в Сербии. Сборная республики вернулась с 2 наградами. Абдулмалик Муталиев одержал победу над 2 спортсменами из Турции, 3 из Болгарии и 1 из России. Абубакар Хидиров завоевал серебряную медаль, победив соперников из Турции и Греции. Таким образом, оба спортсмена получили путевки на первенство Европы. В спортивной школе имени Исы Тумгоева в Малгобеке состоялся открытый республиканский турнир по вольной борьбе. Организатор – муниципалитет города. В соревнованиях приняли участие более 200 юных спортсменов от 9 до 11 лет. Они показывали свое мастерство в захватывающих схватках, борясь за призы, среди которых кубки, медали, спортивные формы и рюкзаки. Многие из них уже имеют за плечами достижения в спорте. Подобные турниры проводятся регулярно. Это не только популяризация спорта и здорового образа жизни среди детей, но и воспитание чувства единства и стойкости в борьбе с угрозами современного мира. Организаторы в ближайшее время планируют провести новые соревнования, что позволит поддержать интерес к вольной борьбе и развивать спортивный потенциал республики. В Магасе прошел футбольный турнир. Заявку на участие подали 7 команд, из них отобрали 3 лучшие. Они играли по круговой системе, что позволило каждой сыграть со всеми из турнирной сетки. Первое место заняла команда «Эрзи», набрав 9 очков. Гамурзиева второе. «Динамо-1» Магас на 3-й строчке. В качестве призов для участников подготовили кубки, медали и грамоты. Символы признания за усердие и командный дух. Ибрагим Таркоев одержал блестящую победу на вечере профессионального бокса «Кубок Московия». Турнир состоялся в подмосковном Пушкино. В главном бою вечера он противостоял сопернику из Индии, выиграв бой во 2-м раунде техническим нокаутом. Ибрагим Таркоев и его тренер Абудар Сигов сегодня в нашей студии. Абу Ибрагим, ассаламу алейкум. В очередной раз приветствую вас в студии программы «Про спорт» и в очередной раз поздравляю и тренера Абу, и Ибрагима Таркоева с победой. Если Абу не обидится, первый вопрос Ибрагиму зададим. Можно и все вопросы. Да. Недавно прошел вечер профессионального бокса в Подмосковье. Мы все наблюдали за этим поединком. Главный бой вечера. И противостоял спортсмену из Индии. Блестящий бой, блестящая победа. Твои впечатления, насколько этот спортсмен отличался от предыдущих твоих оппонентов? Ну, я смотрел его бои, изучал его. Он был очень неудобным, был панчером. Мы настраивались не на досрочную победу, а на всю дистанцию. Думали перебивать его, переигрывать. Получилось пробить ему печень. Получилось проще? Да. Какая весовая категория? До 66 700. Ибрагим, а долго готовился-то? С тренером мы тут 1,5 месяца готовились у нас. Потом я полетел в Москву и уже под конец, 2 недели в парах стоял основную, оставшееся время там уже готовился. А как-то отражается на твоем здоровье такое частое выступление, да, скажем, на ринге? Ты выступаешь, побеждаешь, сразу же возвращаешься, тренировки опять? Это единственное, тренировки надоедают, а так боксировать я бы хоть каждый месяц боксировал бы. Как проходили тренировки, Абу? Да, как получается его делать таким спортсменом? Как ты его мотивируешь вообще? Он должен в первую очередь сам тренироваться. Мотивировать-то я ему не мотивирую. Просто делаю определенную задачу, тренировки. Но стимул-то еще должен быть. Стимул – это в первую очередь дисциплина, поэтому и стимул. Это в нем заложено уже? Да, с детства. Сам по себе результаты бывают уже от Всевышнего Аллаха. А так, если взять тренировочный процесс, да, действительно, как он сказал, он очень трудный. Особенно вставать в 5 утра, заставлять их бегать
через не хочу, особенно этот период, когда он готовился, было очень жарко, вот аномальная жара, когда была, под 40 градусов, в этот период он и бегал. Почти месяц, кроссы, взрывы, подъемы, спуски. Я наблюдал за вашими публикациями, Да. тренировками. В родном селе. И помимо этого с ним пацаны были, несколько человек, которые сейчас должны были выступать в Донбайе, юноши наши. В период они готовились, но еще им нужно подготовиться. Так, как по плану пошло все. Много еще спортсменов? В зале там много спортсменов, но А вот таких подающих? выступающих, подающих надежды, там 5-6 человек есть, хорошие ребята. Кто именно? Можно их назвать? Называть можно, конечно. Многие обидятся только. Так-то есть. Вот, ну, если так результативно взять, там есть у нас Пусть для них стимул будет. победитель Кубка России там в нашем зале. Чучоев, Абу, победитель СКФО несколько раз. Также Джанхотов Альберт, призер Кубка России, финалист, победитель СКФО. Также призер Кубка был в различных соревнованиях. На Кострове есть хорошие ребята, там Мальсагов Абдулла, потом Мальсагов Мухаммад, много хороших ребят есть. Наши Бекмурзи, Иван, вот подрастающее поколение, хорошие ребята есть. Абу, как ты думаешь, у Ибрагима получится сохранить вот этот 0 в рекорде 0 поражений? Это уже от Всевышнего зависит. На этот раз Ну, пока просто старт хороший. старт хороший, соперники сами по себе бывают неплохие вроде бы ребята, но я не знаю, почему-то, когда в процессе до боя мы их когда изучаем, они нам сомнительные бывают, а во время боя они меняются как-то, не такие бывают, как мы и ожидали. Некоторые за проблемы характером сдают себя, некоторые вроде бы стиль бокса одна, показывают другое, теряются, я не знаю. Может из-за того, что он бьет хорошо, жестко, из-за этого. Когда человек, соперник в первом раунде начинает легко накидывать и бить периодически через легкий удар, накидывать жесткий удар, ты когда почувствовал удар, ты, естественно, уже начинаешь теряться и защищаться, больше защищаться. Вот как он сделал, тот наш соперник. Он не должен был вести. Его бокс, манера, сейчас многие будут говорить, что это так, не так, там, якобы соперник не такой был. Да, я не сказал бы, соперник, видео, если его ролики посмотреть в YouTube, где он боксировал, как он готовится, какие он бои провел, он очень техничный был, двигающийся. Но вот на этот раз он что-то не так. Вот как-то он пошел на защиту полностью. Вот даже специалисты, которые понимают, сразу поймут, что он пошел на корпус защиту. Он защищал свой корпус, явно показывал этим, что он защищает корпус. Он больше защищал корпус, потому что, может, из-за того, что у Ибрагима бои были основные последние 4 боя по корпусу, он любитель досрочно делать по корпусу. Он этого боялся? Да, у него бои заканчивались то по селезенке, то по печени. Вот в основном вот все его бои практически были вот такие. И он эти бои предыдущие видел, из-за этого он ушел полностью в блок на корпус. И этим он себя и сдал, потому что когда он пропустил жесткий удар в голову, он руку поднял и пропустил по печени. Это стало его ошибкой. Тактические действия, если Что привело Ибрагима? наработанная система, она автоматически вырабатывается во время боя. А соперник, если он уже тем более испугался, это уже, как говорится, готовая жертва перед тобой. Делай, что хочешь, Там если уже позволяешь. пропало все. Да. 1 секунда, 1 Да, удар да, да. пропустит, все Естественно. решающий. Так и оказалось, да? Ибрагим, в ходе тренировок вот, перед соревнованиями на что ты больше всего делаешь акцент? На ударку, выносливость? На ударку. У меня в основном вот, вся моя подготовка, я всю жизнь был любителем вот, именно досрочных боев. Всегда пытался, вот, даже когда тренер говорил, работать там, на технику, на скорость. Мне всегда нравилось вот, именно жесткие бои, там, зарубаться. А по профессионалу это вообще прям, ну, у тебя перчатки маленькие и жесткие еще. С ними вообще, ну, досрочно легко. Много пропускаешь ударов? Так, удару хорошо, ну, там вот, чувствуешь ты удары, которые ты пропускаешь, даже вот если он слегка попал по тебе, удары прям жесткие бывают. Но здесь надо будет, наверное, сделать акцент, как говорил Мухаммед Али,
Я хороший танцор, он говорил. Еще добавлял от себя, что я красив, как девчонка. Да. Никто не может меня ударить. попадаю. Абу, а что дальше? Я уже не знаю, как спрашивать. Через сколько дней следующий Да. бокс? Мы хотели 28-го вообще там должен был быть в этом месяце. Но так как он уже 8 дней загулял у нас и тренируется, Надо дать ему отдохнуть. отдох 3-4 дня хватает полно, тем более. Почему такие короткие периоды? Потом короткие просто, как делают предложение, мы соглашаемся особо, не ждем, как бы не выбираем, не тянем. И сейчас вот 11 октября в АИБе вечер бокса должен быть профессионально. Это серьезная организация АИБа проф в Питере. Нам предлагали в Бишкеке, но мы хотим сейчас, выбор был там и там. Ну вот у себя, можно сказать, намного легче в России. И в Питере недалеко, поэтому решили в Питере. Тем более АИБа организация, она очень серьезная. И мы сейчас будем готовиться, Дал Эндель, мы будем готовиться в ближайшие дни. Он поедет в Сочи на сбор, подготовку. Там у Скворцова профессиональный сбор бывает. Он готовит там профессионального боксера. Этот период просто я сам не смогу поехать, и поэтому мне удобнее его отправить, так как сейчас матч юноши начинается отбор, и мне приходится туда поехать. И вот он 2 недели подготовку там проведет, там функционалка, физическая подготовка, чуть разнообразная. Тренировка должна быть разнообразной и однообразной всегда. И после этого он приедет, 2 недели мы будем готовиться у себя дома. Еще 2 недели там подготовимся, 2-3 недели. К 11 числа уже, я думаю, должны быть готовы, потому что так общую форму он не потерял. Ну, просто надо работать, подготовку. Ибрагим, мы за тебя болеем, ждем очередную победу. Благодарю за интервью. А теперь короткий обзор российских и мировых спортивных новостей. Футболисты сборной Португалии со счетом 5-0 победили команду Армении в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча прошла в Ереване. Московский ЦСКА победил столичное «Динамо» со счетом 6-2 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет континентальной хоккейной лиги. Сборная Франции со счетом 2-0 обыграла команду Украины в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча прошла в польском Вроцлаве. Российский боец смешанного стиля ММА Ринат Фахретдинов победил шведа Андреаса Густавсона на турнире абсолютного бойцовского чемпионата UFC в Париже. Поединок завершился победой россиянина техническим нокаутом на 1-й минуте. На этом наша программа подошла к концу. Следите за нами в социальных сетях, будьте в отличной форме и до встречи в следующем выпуске.